Доброе утро! Здравствуйте! В студии программы «Здравствуйте» Рустем Каримуллин и Ассоль Мухамедянова. Встречаем утро вместе с вами, чтобы наполнить его полезной и интересной информацией. Вот что мы приготовили для вас сегодня. Приятного аппетита! Готовим быстро и просто. Без рецепта. Как быстро успокоить нервы, не прибегая к лекарствам. Что такое осень? Маленькие непоседы поделятся своим мнением. В Казани завершились гастроли Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима. За 3 дня гости показали 6 спектаклей. О том, как это было и как встречали артистов казанские зрители, рассказывает Лилия Аламова. Роберт приезжает сюда? Да, сегодня вечером. Я не говорил тебе, чтобы ты не волновалась, что мы останемся одни сами по себе. Роберт приезжает сюда, ты мне ничего не сказал? Сегодня вечером, поэтому я не хотел, чтобы ты за нас меняла свои планы. Вчера в нашем городе завершились гастроли Уфимского молодежного национального театра имени Мустая Карима. За 8 лет совместного сотрудничества это 5-е обменные гастроли между театрами. Спектакли прошли при полных залах, были аншлаги. Очень был теплый прием и в городе Уфа. И очень тепло приняли молодежный театр казанские зрители. Это конец. Для казанских зрителей актеры Башкортостана привезли 6 спектаклей. Особенно полюбилась театралам постановка по пьесе Марка Камалетти «Играем в дружную семью» или «Гарнир по-французски». В спектакле «Гарнир по-французски» заняты великолепные ведущие актеры нашего театра. Это Эльвира Шрайнер, Салават Нурисламов, опять-таки Ольга Мусина, Лиза Набиева. И ваш покорный слуга, режиссер этого спектакля, я в нем же и играю. Как хорошо, что ты еще здесь. Но теперь я тебе никуда. А где Бернард? Наверху в спальне. А твоя мама? Моя мама в постели с гриппом. А ты сегодня где? А я сегодня в постели с тобой. Ну это же сумасшествие. Это же он тебя позвал, не я. Да нужно быть крайне осторожным. Не волнуйся, дорогой, что-нибудь придумаем. Действие пьесы разворачивается в загородном доме недалеко от Парижа. Муж Бернар собирается проводить свою супругу Жаклин в гости к маме и хорошо провести время в компании очаровательной особы. Один звонок меняет планы супруги, и она решает остаться дома. Муж пытается найти выход из щекотливой ситуации и приглашает в гости друга, который, в свою очередь, очень близко знаком с его женой. Спектакль «Гарнир по-французски» – это спектакль, который пользуется наибольшим спросом у зрителя. На этот спектакль всегда полный зал зрителей, и зритель всегда уходит довольным. Я без ума от вашей публики, потому что нас встречают очень тепло, аплодируют стоя, живой зал, который реагирует на любое движение твоей души. Казанские театралы всегда с радостью и восторгом принимают постановки молодежного национального театра из Башкортостана и уже ждут следующих гастролей, о которых мы обязательно расскажем в нашей программе. А в нашей программе сегодня в гостях Ада Зайнуллина, заместитель руководителя управления Федеральной государственной службы регистрации кадастра и картографии по Республике Татарстан. С важной информацией. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Услуги Росреестра Татарстана очень востребованы. Одни граждане покупают недвижимость, другие продают. Да? Кто-то меняет, кто-то дарит, кто-то вступает в недвижимость. Насколько данная процедура сложна и все ли понятно вот этим гражданам? Ну, всегда возникают вопросы, всегда это волнительный момент приобретения недвижимости, конечно же. Если раньше это были вообще неразрешимые вопросы, сейчас с развитием бесконтактных технологий процедура стала гораздо проще, а главное – прозрачнее. А каков же механизм предоставления этих услуг? Достаточно простой механизм. Заинтересованное лицо, правообладатель, обращается с заявлением. Орган государственной регистрации проводит правовую экспертизу представленных документов, принимает решение о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости, либо о приостановлении внесения таких сведений. Заявитель при этом получает исходящие документы. А главный вопрос, каким образом подать заявление и документы. Существует несколько способов. Можно обратиться традиционно, вот сейчас наиболее востребованный, наиболее массовый способ подачи по-прежнему на бумажном носителе. Через офисы приема документов. Но есть более прогрессивный способ – это подать документы в электронном виде. Что более удобно, конечно. Да, конечно. А в какие сроки предоставляются эти госуслуги? Почему сделали акцент на способах подачи? Сроки
Рассмотрение документов зависит от способа подачи. Если вы обращаетесь на бумажном носителе, сроки установлены законом. Если нужно сделать кадастровый учет, тогда это 7 рабочих дней. Если провести государственную регистрацию, тогда это 9 рабочих дней. Если то и другое одновременно, тогда 12 рабочих дней. А вот если в электронном виде подаете документы, тогда сроки значительно сокращаются. Для примера скажу, чтобы не мучить заявителей большим количеством информации. Покупаете вы квартиру, если обращаетесь на бумажном носителе, тогда документы будут рассматриваться 9 рабочих дней. Если в электронном виде, тогда 1 рабочий день. Вот Принято это решение. намного удобнее, конечно. О чем писать, бумажки, конечно, Да. мне кажется, уходят. Какие еще электронные услуги могут быть полезны гражданам? Ну, электронные услуги основные в Росреестре – это кадастровый учет, государственная регистрация, предоставление сведений. И есть более 3 десятков сервисов электронных. Все они представлены на портале Росреестра www.rosreestr.ru. Для примера давайте личный кабинет правообладателя. Так. Если вы зарегистрированы, вы имеете возможность в любой момент просмотреть сведения о своих объектах и получить уведомление от органа о каких-либо внесенных изменениях. Кроме того, из личного кабинета своего всегда можно подать заявление на исправление технической ошибки, либо подать заявление о невозможности проведения регдействий без личного участия правообладателя. Личный кабинет, он, конечно, удобен во всех случаях, да? А вот что такое экстерриториальная регистрация? Вот вы говорите, сложно, конечно, да, но вот вроде На самом деле получилось. очень удобная штука, да. Это для бизнеса, в частности, очень удобно. Если вы хотите купить объект недвижимости, вы находитесь в Казани, объект в другом субъекте, на Дальнем Востоке. А раньше вам необходимо было бы садиться в самолет, Поехать ехать, туда. совершать сделки, занимать очередь. Сейчас этого делать не нужно. Очень удобно. Да, заявление можно подать, находясь в том месте, где вам удобно в настоящий момент находиться. Регистрационные действия будут совершены экстерриториально, вне зависимости от нахождения объекта и от нахождения самого заявителя. Как интересно. Это облегчает настолько всю работу сейчас, и самое главное, все стало Экономит проще. время. Да, для регистрации недвижимости нужно подготовить пакет документов. Много ли на это уходит времени? По-разному. Действительно, к нам нужно приходить не с одним заявлением, а с готовым, подготовленным, я бы даже сказала, пакетом документов. И вот эти сроки, о которых мы говорили, они действительно удобны для граждан, но они действуют при условии, что пакет документов, с которым мы пришли, он изначально проверен, выверен и подготовлен правильно. Давайте для примера. Если объект недвижимости вы построили, создали данный объект недвижимости, обычно с окончанием строительства мы считаем все самое трудное сделано. На самом деле, в плане оформления прав на недвижимость все только начинается. Необходимо подготовить для объекта капитального строительства такой документ, который называется технический план. Для этого нужно обратиться к кадастровому инженеру. Вот к выбору кадастрового инженера нужно подойти очень ответственно. А для этого нужно использовать всю информацию, которая располагается на официальных источниках. Росреестр для этих целей, реестр кадастровых инженеров, размещает в открытом доступе. Тоже так же удобно. А если у граждан все же остаются какие-то вопросы, куда им стоит обратиться? Да, конечно, за такое короткое время все вопросы осветить невозможно. А если остались какие-то вопросы, они наверняка возникли у наших слушателей, есть многоканальный номер. Он работает круглосуточно. 8 800 100 ровно 34 34. Очень удобный номер, да. Ну что ж, спасибо вам большое, что ответили на наши, мне кажется, такие сложные, но очень важные вопросы. И всего вам доброго. Благодарю за внимание. Прервемся на рекламу, она будет недолгой. Впереди много интересного, обещаем. Доброе утро! Это традиционное время гороскопа в нашей программе. Вот что сулят вам звезды сегодня. В ситуациях этого дня многим овнам покажется более правильным путь бунта и сопротивления. Однако звезды предупреждают, что этим вы внесете в ситуацию напряженность, а исход может оказаться непредсказуемым. Тельцам не стоит медлить с обновлениями, так как этот день подсказывает отличные возможности и сулит приятные сюрпризы буквально на каждом шагу. Вероятны удачные находки там, где вы их не ждали. Не исключены новые симпатии, неожиданные приобретения. Стремление легко и быстро заработать как можно больше денег может привести близнецов к неудаче. Чтобы добиться финансового успеха, вы должны быть упорным и постараться заручиться поддержкой влиятельных людей. Раки.
Большинство потенциальных неприятностей вас минует, если вы дисциплинированный, хорошо подготовленный в информационном, профессиональном и правовом плане, мыслите последовательно и системно, а также располагаете знакомствами в нужных кругах. Львы могут проявить интерес к приятному неформальному общению. Будут удачные сделки по жилью, семейным вопросам и оказанию услуг. Девам предстоит сосредоточиться на семейных или родительских обязанностях. Не исключено, что в этих сферах наступил критический период, своего рода экзамен, от которого будет многое зависеть в дальнейшем. Продолжаем программу. Сейчас мы расскажем о семье, которая нуждается в вашей помощи. В нее пришла семья, заболела молодая женщина. В нее пришла беда в эту семью, и женщина очень страдает, и для лечения серьезного заболевания за границей семье не хватает средств. Ой, извините. Как? Рецепты. Она что, волшебная? Да. Давай попробуем. Сейчас Лилия не в силах играть с дочерью в активные игры. Максимум 20 минут она может уделить своему ребенку. Любое движение дается с усилием, а потом снова в кровать. Просто наблюдать за мимо проносящимся детством дочери. В 2017 году, в августе, мы были на море. Приехав сюда, я почувствовала, что что-то не то. То есть у меня поднималась температура вечером небольшая. Потом кашель начался, с левой стороны бок начал болеть, то есть где ребра. Я пошла в больницу, где с диагнозом пневмонии меня госпитализировали срочно. 12 дней я пролежала там в больнице, на последних 4 дней у меня поднялась температура 40. И она просто держалась постоянно. Лилии вынесли приговор – рак легких 4-й степени. Она прошла 4 курса химиотерапии, но, к сожалению, диагноз оказался недостоверным. Поставить точный диагноз смогли только в турецкой клинике – саркома мягких тканей. Лилия уже прошла радиотерапию, и легкие чуть посветлели, но этого недостаточно. Требуется иммунотерапия. Из последних сил, борясь с недугом, семья Нуруллиных о главном говорит со слезами на глазах. Мечта – это каждый день водить ребенка в садик, видеть, как он растет, гулять с ней, проводить время с мужем, проводить время с любимыми людьми. Я хочу, чтобы это было всегда, чтобы было на это силы. Потому что ужасно, я даже нахожусь иногда в такой депрессии, когда я понимаю, что я не могу этого сделать. Что проснуться. И чтобы не было вот этого рака, чтобы все излечилось и всю жизнь прожили вместе. Одна беда на двоих. Лилии требуется 5 миллионов рублей для продления жизни. Для молодой семьи это большая сумма. Они обращались в благотворительные фонды за помощью, но получили отказ с формулировкой «Сопровождаем только детей». Сейчас каждый упущенный день играет против них. Семья Нуруллиных собрала уже часть суммы, но это, к сожалению, недостаточно. 26 октября 2018 года Лилию ждет турецкая клиника. Все желающие, кто хочет помочь Лилии, могут отправить любую желаемую сумму на реквизиты, указанные на экране. Мы продолжаем. Сегодня Татарстанское региональное отделение Общероссийской организации Ассоциации юристов России проведет День бесплатной юридической помощи, который приурочен ко Дню пожилого человека. Консультации будут проводиться по всей республике с 8 утра до половины 4 вечера. В Казани консультации начнутся с 9 утра и продлятся до половины 5. Адреса, где будут вести прием юристы в вашем городе, вы видите на экранах. Бесплатная помощь населению будет оказана специалистами Пенсионного фонда, службы судебных приставов, Нотариальной палаты, Адвокатской палаты и других ведомств. О другом событии, которое состоится сегодня. В Казани на базе КФУ открывается международная конференция, посвященная вопросам развития и изучения русского языка в современном мире. О чем будут вести дискуссии ученые и откуда они съедутся, говорим с профессором Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета Олегом Жолобовым. Доброе утро. Доброе утро. Олег Феофанович, обрисуйте, пожалуйста, основные вопросы и дискуссии, которые планируются на этой конференции. Ну вот у меня в руках программа международной конференции.
Звучит название конференции так: «Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях политической среды, опыт и перспективы». Ну, вот такое, в общем-то, сложное название. Оно свидетельствует о том, что и в планах конференции обсуждения разных областей языкознания современного. С одной стороны, это лингвокультурология. Мы знаем, что все-таки язык – это зеркало культуры. Да. И именно в языке, прежде всего, культура находит свое отражение. Но в центре внимания конференции все-таки будет развитие русского языка. В 2018 году исполняется 1155 лет появления славянской письменности. Это, видите, такая дата очень значимая. И, как ни странно, она имеет непосредственное отношение к истории русского языка, поскольку это одновременно стало и началом для развития русского литературного языка. Судьба русского литературного языка уникальна, особенно на фоне родственных славянских языков. Выделяется русский литературный язык тем, что он как раз впитал в себя традиции очень ранней книжности. И, в общем-то, его развитие всегда протекало в условиях полиэтнической среды, поэтому на конференции также пойдет речь и о том, как влияло окружение полиэтническое на развитие русского языка. Да, как менялся русский язык, да, со временем, и стоит ли переживать вообще по этому поводу? Да. Нам скажите, пожалуйста. Ну вот как раз история русского языка свидетельствует о том, что особо переживать по этому поводу не стоит. Дело в том, что русский литературный язык – это синтез народно-разговорного языка, с одной стороны, а с другой стороны языка славяно-книжного. В нем очень много славянизмов, очень много заимствований. По существу русский литературный язык – это славяно-русский язык. Ну и мы видим, что эти заимствования очень давно были освоены русским языком. Они вошли в ткань, стали живой плотью русского языка. И они, напротив, его обогатили, а не помешали его развитию. Но я думаю, то же самое происходит и сейчас. Конечно, может быть, сейчас давление информационное намного сильнее, да, чем в те времена. Но, тем не менее, организм языка русского языка очень мощный, гибкий, и он справится со всеми этими сложностями. А скажите, пожалуйста, Олег Феофанович, а кого из гостей ждете на конференции? Да, у нас программа очень насыщенная. Будут исследователи из разных городов России, Брянска, Тулы, Перми, не только из центральной России, не только вот из городов соседних, Чебоксар, например, но и из Якутска, из Иркутска. Но, кроме того, будут, конечно, и зарубежные гости из Белоруссии, из Казахстана, ну и из дальнего зарубежья, из Австрии, из Литвы, из Эстонии, из Швейцарии и других стран. У нас сегодня в пленарном заседании будут доклады известных очень исследователей. И я думаю, даже мы сегодня услышим о новых научных сенсациях из этих докладов. Великолепно. Олег Феофанович, вот вы сказали, что не стоит бояться заимствований, но в то же время сказали, что сейчас заимствования идут довольно интенсивно. Не может ли случиться так, что к концу века мы перестанем понимать Толстого или же Пушкина? Но я не думаю, что это произойдет. Даже если заимствования не будут происходить, но не до такой степени, чтобы мы перестали понимать, да? Многие заимствования – это слова-однодневки. Есть такой термин, даже поэтический, мотыльки. Они живут недолго,
язык отсеивает то, что ему не нужно. Это, так сказать, модные слова появляются и потом Да, живут в свое время и в свое время исчезают. Совершенно верно, да. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу, удачной работы вашей конференции, конечно же, доброго вам дня. Спасибо. Ну а мы продолжаем. И сейчас настала пора для розыгрыша очередного приза в конкурсе «Если наступит завтрак». Вчера мы разыграли один приз, сейчас пришла пора для второго. Дозванивайтесь в прямой эфир и отвечайте на несложный вопрос на тему завтрака. Итак, сегодня вопрос звучит так. Португальцы установили своеобразный рекорд завтрака, съев 35 тысяч упаковок кукурузных хлопьев и 10 тонн этого продукта. Что же это за 10 тонн продукта употребили португальцы вместе с кукурузными хлопьями? Пока вы дозваниваетесь по телефону 570-50-75, познакомьтесь с рецептом приготовления пиццы. Для приготовления пиццы с перцем вам понадобится 2 сладких перца, половинка красного лука и столько же белого, 2 зубчика чеснока, пучок базилика, 300 граммов свиного фарша, 170 граммов тертого сыра моцарелла, чайная ложка оливкового масла, соль и перец по вкусу. 150 граммов теста для пиццы, которое можно приготовить самим. Дайте ему увеличиться в объеме в 2 раза. В это время начните готовить ингредиенты. Помойте и нарежьте один перец, который выложите на противень, смазанный маслом, и отправьте для запекания на 15 минут в духовку с температурой в 200 градусов. Почистите белый лук и чеснок, которые вместе с запеченным перцем и базиликом взбейте в блендере до однородной массы. Подошедшее тесто приготовьте для основы. Вам понадобится примерно 150 граммов. Оставшийся красный лук и перец нарежьте соломкой. Фарш приправьте специями и перемешайте. Из теста сформируйте пласт, который смажьте приготовленным соусом из запеченного перца. Сверху выложите фарш, соломку из перца и лука. Посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку при температуре 180 градусов примерно на 10-15 минут. Ароматная пицца готова. Приятного аппетита! Мне кажется, редкий человек не любит пиццу. Абсолютно. Особенно приготовленную своими руками. Конечно, она в разы вкуснее, и не надо ждать, когда же привезут. Да, и вот сегодня обязательно этим вечером и займись. Дорогие друзья, мы напоминаем, что у нас продолжается конкурс «Если наступит завтрак». И вот какой приз ожидает сегодняшнего нашего победителя. Это вот такая великолепная турка. Как нам подсказывают, у нас есть дозвонившийся. А пока мы напомним вопрос викторины. Итак, португальцы установили своеобразный рекорд завтрака, съев 35 тысяч упаковок кукурузных хлопьев и 10 тонн этого продукта. Какого? Узнаем прямо сейчас, возможно. Алло, доброе утро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вам тоже доброго утра. Спасибо. Как вас зовут? Розалия. Очень приятно, Розалия. Прежде чем вы дадите правильный ответ, скажите, пожалуйста, как вы обычно завтракаете? Чем? Ну, обычно это овсяная каша или омлет. Так, прекрасно. все, стандартный, скажем так, набор, но тем не менее очень полезный. Ну, а теперь слушаем ваш ответ. Я думаю, что это молоко. Ну, конечно. С чем еще так вкусно можно употребить кукурузные хлопья, заливая их молоком? Правильный ответ. Мы вас поздравляем с победой, и вы очень скоро получите вот эту вот заветную турку. И теперь уже вдобавок к вашему завтраку будет еще горячий вкусный кофе.
Ну а мы напоминаем, что конкурс проходит не только в эфире нашей программы, но и в социальных сетях. С 1 по 10 октября размещайте фото или видео на тему «Мой завтрак» или «Мой рецепт завтрака», делитесь лайфхаками и настроением на своей странице в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте и с обязательным указанием хэштега «Если наступит завтрак» и получайте шанс выиграть полезный приз для завтрака. Итоги подведем уже 11 октября. Сейчас у нас небольшой блок рекламы, после чего мы вернемся, и впереди вас ждет очень интересное продолжение. Не переключайтесь. И вновь мы желаем вам доброго утра и благодарим, что вы встречаете его вместе с нами. Эту часть программы мы решили посвятить нашим деткам. И очередная гостья студии Алла Волкова, руководитель детского театра моды «Юнита». Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как давно существует ваш театр и откуда возникла такая идея? Ну, наш театр моды существует уже 24 года на базе Центра дополнительного образования «Заречье» Кировского района. На следующий год уже отметите четверть века. Да, четверть века. И почему «Юнита»? Потому что юные и талантливые, а не просто словцо какое-то. Но мы думаем, сегодня обязательно наши зрители увидят талантливых воспитанниц театра моды. А скажите, пожалуйста, это была ваша идея, именно вот возникновение этого театра? Ну, в общем-то, да. Дети, у нас был просто кружок «Кройка и шитье». И дети захотели, ну, не просто сшить себе изделие, а где-то его показать. И вот мы так начали объединять в коллекции, ну, потом участвовать в конкурсах. Вот так и пошло. Потом уже стали шить коллекционные изделия вместе с детьми. Вот это да, уже 24 года. Я думаю, наверное, уже кто-то из ваших выпускниц уже, может быть, даже привел своих детей к вам. Да, и не только детей, мне кажется. Уже и внуков даже успели привезти. Вот это да. Хорошо, а какой возраст ваших воспитанниц? Ну, у нас дети школьного возраста от 7 до 15 лет в основном, ну, до 16 даже практически, до окончания школы. Так, а как проходят занятия и вот вообще расскажите, пожалуйста, о самом процессе. Ну, у нас такие предметы изучаются детьми, как технологии пошива, основы конструирования, моделирования одежды, дизайна одежды. Так. Ну и обязательно, конечно, вот уже такая возникла необходимость, это техника походки моделей, так как они демонстрируют, уже на профессиональных конкурсах мы участвуем, детского творчества и моды конкурсов детской. И у нас очень много наград. Мы неоднократные победители, призеры не только республиканских, всероссийских, но и международных конкурсов. Великолепно. То есть то, что начиналось когда-то как некий курс кройки и шитья, перерос вот в такой большой проект, который уже на протяжении какого времени работает. А где у вас, просто меня уже лично, наверное, интересует, где у вас все проходит и каким образом? Ну, у нас сейчас нам отремонтировали отличное здание. На Окольной, 23 мы находимся, Центр дополнительного образования «Заречье». У нас теперь свой актовый зал очень красивый. Ну, мы там репетиции проходят, занятия. Ну, а конкурсы, различные площадки города и республики, так уж мы. То есть любая девочка может прийти к вам и начать заниматься? Да, любая девочка, причем совершенно бесплатно у нас занятия. Занятия проходят бесплатно, да, бесплатно, что немаловажно, мне кажется, в наше время. А скажите, пожалуйста, вот вы, наверное, еще ведь как модельер выступаете, да? Да. В своей коллекции девочки показывают ваши коллекции. Да, ну, в общем-то, они тоже участвуют в процессе создания модели. Конечно. А откуда черпаете идеи? Ну, а идея, это вот сама жизнь, вот вокруг, оглянитесь, это вот наш прекрасный город. Да, конечно. Наша национальная культура, прежде всего, ну, кино, живопись, ну, все, музыка, ну, и, конечно, природа наша. Замечательная природа. Замечательно, я думаю, вот как раз все, что связано с природой, мы увидим буквально через несколько минут. Да-да, с воспитанницами вашего детского театра мы увидимся чуть позже, а пока поговорим о другом. Узнаем у детишек, что они думают об осени. Травка не зеленеет, солнышко не блестит. Это значит, наступила осень. Осенью все одевают теплую одежду. Куртку, штаны, свитер, а на голову шапку. А если ты на улицу берешь любимую куклу, тогда ее нужно одевать тоже тепло. А то она заболеет кукольной простудой. И ей нужно давать белую горькую таблетку. Фу, лучше не болеть. Мама говорит, что когда
рябина вся созрела, это означает, что уже наступила осень. Еще осенью созревают яблоки. Если их попробовать, то они уже не кислые, а сладкие, вкусные. А еще осенью медведи идут в рыбероги, выключают свет и ложатся спать до весны. Летом были дни длинные-длинные, как шторы, а осенью начали дни быть короче, прям как маленькая-маленькая машинка. И поэтому долго гулять нельзя. А если фонари не горят, когда кажется, что вообще ночь. Осенью хорошо ходить в садик, потому что мы все лето не виделись с друзьями. А осенью мы увиделись. Это очень хорошо. Осенью бывают листики красные, желтые, оранжевые, коричневые. А осенью листики красиво падают. А если они упали, они уже грязные. А если они уже давно упали, они не так уж грязные. А там у них появляются дырки, потому что там червяки съедают листья. А когда наступает зима, все листья прячутся под снег. Осенью все листья красятся и цветнеют, но только не всеми цветами радуги, а только красным, оранжевым и желтым. И если поедешь осенью в лес и станешь на углу, то увидишь большое облако из деревьев. И пахнет это облако очень вкусно. Ветром холодным, еще дождиком и листьями. Так пахнет осень.
невероятно красивая коллекция в исполнении воспитанниц детского театра моды «Юнита». Благодарим вас, Алла Юрьевна, за такую красоту. Порадовали всех наших телезрителей. Спасибо. Мы продолжаем и сейчас расскажем, как правильно повязать галстук-бабочку. И хотя его редко можно увидеть в мужском гардеробе, никто не даст гарантии, что когда-нибудь он не понадобится. Как правильно завязывать галстук-бабочку? Первым делом застегните все пуговицы на рубашке и поднимите воротник. Опустите правый хвостик галстука немного ниже и положите его поверх левого. Затем длинный хвостик проденьте под коротким, и чтобы он не мешал, отложите его на плечо. Оставшемуся хвостику придайте форму бантика. Левой рукой возьмите хвостик, который отложили на плечо, и положите поперек бабочки. Теперь нащупайте отверстие. Возьмите длинный хвостик за центр и аккуратно проденьте его в отверстие. Затем расправьте галстук, потянув за ремешок с двух сторон. Затянув бабочку, опустите воротник. Чтобы развязать бабочку, достаточно потянуть за хвостики. Стильно, красиво, а главное, легко. Не уверен, понадобится ли галстук-бабочка при посещении мероприятий, которые сегодня пройдут в нашем городе. Ну а вдруг? А вот информация о том, где конкретно можно сегодня побывать. Наверняка будет вам полезно. Наша телеафиша расскажет о самом интересном в мире городской культуры. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино одновременно проходит в 350 городах мира, а победителей определяют сами зрители. В программе, состоящей из 7 фильмов, есть и триллер, и антивоенная драма, и анимация, и даже черная комедия от актера кинокартины «Миллионер из трущоб». Если вы хотите сделать собственный выбор и внести вклад в определение победителя, приходите на фестиваль в Казани. Свыше 80 тысяч иероглифов, а значение сказанного кардинально меняется в зависимости от интонации. Теперь вы понимаете, что выражение «китайская грамота» появилось неспроста. Однако именно этот язык понятен большинству населения планеты, а значит, пришла пора и нам освоить его азы. Мастер-класс «Китайский для начинающих» пройдет сегодня в свободном пространстве на Университетской. С сегодняшнего дня в кинотеатре «Мир» стартует кинодекада «Пусть осень жизни будет золотой», посвященная Дню пожилых людей. В рамках декады будут показаны популярные российские фильмы на татарском и русском языках. Вход свободный. Завершим предсказание астрологов. Весы. Сегодня ваша сила заключается в умении глубоко и мудро проникать в различные пласты жизни. Вы сможете многого добиться, если активизируете потенциальные возможности, данные судьбой. У Скорпиона сегодня двойственный день. Может проявиться противоречивость вашей натуры, безжалостность и страстность, способность к сильной любви и ненависти. Знайте, во всем меру, не проявляйте своих эмоций в полную силу. Спокойствие, только спокойствие. Сегодня не исключено, что вероятные проблемы многих стрельцов решатся с минимальными затратами сил и потерями времени. Ваша задача – научиться мыслить и действовать конкретно, а также спокойно относиться к будничным делам. Козероги. События этого дня заставят вас вернуться к нерешенным вопросам. И не откладывайте дела в долгий ящик. Подписав все необходимые контракты, вы сможете с гордо поднятыми парусами пуститься в бизнес-плавание. Как мне нравится слово «паруса». Многих водолеев сегодня ждут значительные успехи, в том числе в денежных делах. Найдите источники, из которых вы будете получать средства, необходимые для своей творческой или научной деятельности. Пользуйтесь благосклонностью звезд.
И, наконец, рыбы. В этот вторник могут стать осмотрительными, будут экономно расходовать средства и энергию. Они будут способны видеть и понимать психологическую подоплеку поступков окружающих и направлять действия знакомых в нужное русло. Чего и всем желаем. Да всем представителям любого знака желаем удачи. И сейчас мы поговорим о погоде. Октябрь с первых дней порадовал нас солнечной и очень теплой погодой. И сегодня с утра солнце ласково улыбалось в окно, но уже к вечеру местами ожидаются дожди, а вот ночью в низинах даже заморозки. Температура воздуха около 14 градусов тепла, к вечеру похолодает до 8 и даже местами до 6. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 78%. Ветер умеренный, но при дожде возможно усиление. Кстати, сегодня магнитные бури, пожалуйста, берегите свое здоровье, будьте здоровы непременно. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. И, кстати, если вы хотите увидеть повтор нашей программы, это можно сделать очень легко на сайте www.tnv.ru. И не забудьте, что у нас продолжается конкурс «Если наступит завтрак». Участвуйте и получайте наши великолепные призы. Ну вот, что увидите завтра в нашей программе. Смотрите прямо сейчас. В стиле массаж спины – залог отличной осанки. Приятного аппетита! Готовим просто и быстро. Почемучки. Дети рассказывают о своих бабушках и дедушках. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. И этот день мы с вами начали вместе и желаем вам провести его продуктивно, ярко, энергично. Завтра в 8-10 утра ждем вас у экранов телевизоров. Сегодня с вами были Рустем Каримуллин и Ассоль Мухамедзянова. Отличного дня, прекрасного настроения. Мы вас любим. Всем пока. Пока.